Обращаюсь к сторонам, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Нет, мы остаемся при своем мнении. Нет, Ваша честь, спасибо. Ну, тут понятно Анна все. Викторовна, микрофон ответьте, пожалуйста. Не имею вопросов. Самат Хаштабекович. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да. В прошлый раз 17 марта. Нет. 17 марта 2021 года как раз принималось решение, вы тоже были представителем, оказывается, от Верховного суда, и утверждали, что это тоже не противоречит Конституции, да? Ситуация такая, что вот сейчас были внесены изменения, что некоторые промежуточные акты могут быть пересмотрены, да, по вновь открывшимся обстоятельствам. У вас есть какая-то статистика, появилась, сколько таких промежуточных актов было рассмотрено? Потому что тогда вы утверждали и сейчас так как бы говорите о том, что это приведет к увеличению количества заявлений, да, и суды не могут справляться с этими процессами. Вот законодательно уже закреплено, что промежуточные акты могут быть предметом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Совершенно верно. На стадии подготовки проекта закона Верховным судом были представлены все данные, и проект закона был согласован со всеми заинтересованными госорганами, в том числе и заключение положительное Министерства юстиции Кыргызской Республики, и заключение Комитета дел Кенеши Кыргызской Республики, и в последующем законодатель, в принципе, принял данное решение. А перечень промежуточных актов, которые могут быть предметом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, предложил Верховный суд? Вот те 4 вида. К сожалению, точный ответ я вам сейчас дать не могу по этому вопросу. Ну, в таком случае вы, наверное, тогда непосредственно участвовали в исполнении, да, решения Конституционной палаты от 17 марта тогда? Нет, я извиняюсь, я вас перебил. Вот, и тогда в таком случае можно тогда спросить, какими критериями как бы пользовался Верховный суд, предлагая именно эти виды промежуточных актов, которые могут быть пересмотрены? В части вашего вопроса об исполнении пояснить я вам не смогу, к сожалению, ограниченная информация. По вопросу того, что я принимал участие непосредственно в рассмотрении и принятии решения Конституционной палаты, Конституционным судом, решения от 2021 года, да, по-моему, если не ошибаюсь, 2021 года. И тогда и сейчас я настаиваю на том, что есть решение Конституционной палаты. Конституционный суд является правопреемником Конституционной палаты, и непосредственно свое решение 2014 года у Конституционной палаты была совершенно другая позиция. Вот поэтому и в 2021 году позиция Верховного суда была такова. Понятно. То есть последовательность решения, она чуть-чуть не соблюдена получается. Ну, хорошо, у меня вопрос. Хорошо, Верховный суд придерживается другой позиции, но есть на сегодняшний день свершившийся факт, что именно исходя из того, что доступ к правосудию с точки зрения Конституционного суда, да, это является, можно сказать, священной коровой, да, во всех странах, что оно не может быть каким-либо ограничено, и тем более Конституционный суд очень внятно разъяснил, какие виды промежуточных актов, так называемых, да, должны быть предметом пересмотра, если посчитают стороны, что тем самым затрагиваются их интересы. Имеется в виду, что, которые носят, вот вы говорите, что суды будут завалены, да, скажем, отказ в принятии вообще к производству, да, производству, то есть или прекращение производства, или какие-то подобные судебные акты, которые на самом деле носят итоговый характер. Так же, как и с другой стороны, например, возобновление по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть вы сами говорите о необходимости стабильности судебных актов, но эти акты, которые практически пробуждают заново, да, судебное разбирательство по истечении многих лет, то есть вот с этой точки зрения, исходя из свершившегося факта, Верховный суд так и не изменил своей позиции, да, по этому вопросу? Ну, по поводу
заваленность. Я в своем выступлении ни одного слова о том, что суды завалены. мы не например, говорим я об не этом. говорил, да. А относительно того, что какие ограничения непосредственно со стороны Верховного суда, да, предполагается, я вам сразу скажу, что судебная система, суды являются правоприменителем, то есть применяют те права, которые, в смысле, те нормы, которые были установлены законодателем. По поводу внесения изменений в АПК, в административно-процессуальном кодексе, это была совместная работа как Верховного суда, так и других государственных органов, которая в последующем получила одобрение Джордж Кенеш Кыргызской республики и была подписана президентом. То есть не исполнять данные нормы у суда нет никаких оснований. Нет, ну вы в данном случае придерживаетесь такой позиции, что, например, по административному процессуальному кодексу вот такая ситуация уже сложилась. Верховный суд даже, более того, принял участие, да, в непосредственном внесении этих поправок. Речь идет об регулировании одних и тех же правоотношений в рамках гражданского процессуального кодекса. И вы считаете, это будет нормальным? Позиция Верховного суда считает, что это нормально будет, если, например, в гражданском процессуальном кодексе, гражданско-процессуальным законодательством те же самые правоотношения должны регулироваться иначе. Ну, если честно войти в подробности, то гражданско-процессуальный кодекс и административно-процессуальный кодекс, они очень отличаются. И если для примера привести, то есть такое понятие, как письменный процесс и устный процесс, которого нет у нас в гражданско-процессуальном законодательстве. Поэтому, если ограничения эти законодательно установлены процессуальных законах, соответственно, я не вижу никаких оснований их не исполнять. Мы не говорим о том, что если бы они были совершенно одинаковые, разумеется, это бы регулировалось одним нормативно-правовым актом. Мы, разумеется, признаем. Хорошо, в таком случае, исходя из тех принципов, которые вы назвали, скажите, пожалуйста, чем отличаются правоотношения, которые отрегулированы вот, предметом сегодняшнего рассмотрения? В чем отличие настолько существенное, что когда речь идет вообще об возможности пересмотра по инициативе сторон отдельных промежуточных актов, которые носят итоговый характер? В чем вот существенное отличие, которое, как вы сказали, касается административно-процессуального законодательства и уголовно-процессуального законодательства? Я в своем выступлении еще раз вот отмечаю и хотел бы еще раз продиктовать, что данная процедура, то есть по вновь открывшимся обстоятельствам, предназначена для возможности возобновления судебного разбирательства, пересмотра уже завершенных дел ввиду вновь открывшихся обстоятельств, которые могут повлиять на результат решения дела, а не для проверки законности обоснованных судебных актов. То есть есть решение, которое может повлиять на результат решения дела. В данном случае... Хорошо, вы не ответили на мой вопрос. Хорошо, присаживайтесь.